Предлагаем вашему вниманию информационную картину дня к этому часу. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Радио Саха развивается и идет в ногу со временем. Якутскому радио сегодня исполнилось 90 лет. В Якутии установлен рекорд по общей протяженности отремонтированных дорог. Озвучим дальнейшие планы в этом направлении. Он был представлен к званию Героя Советского Союза, но так его и не получил. Памятник легендарному снайперу Ивану Кульбертинову открыли в Якутске. Радио Саха, а ныне Тытим, 90 лет в эфире. Впервые слова «Говорит Якутск» прозвучали на якутском и русском языках 7 ноября 1930 года. Тогда вышла первая передача с участием видных государственных деятелей региона. Сегодня республиканское радио является одним из самых оперативных средств массовой информации Якутии и единственным радиоканалом, работающим на весь регион. В ногу со временем в прошлом году радио запустило специализированное приложение «Тытим Радио», которое позволяет слушать его на родном языке из любой точки мира. Специально к юбилейной дате у нас выходят две книги. Одна книга посвящена именно 90-летию нашего радио, называется «Тытимнях Сахарадиета». Там есть и история, и наши сегодняшние работники, и туда вошли тоже пожелания наших постоянных гостей и постоянных слушателей. С юбилеем работников Якутского радио поздравил Айсен Николаев. Якутское радио каждый день выполняет ответственную миссию, донося до якутян, живущих в самых разных уголках республики, важные новости о жизни как в самом маленьком наследии, так и на всей планете. Сегодня информационные технологии в мире развиваются просто реактивно, но несмотря на это, одним из самых быстрых и массовых способов распространения информации является радио. Замечательно, что исходя из требований современности, радио Саха тоже бурно развивается и идет в ногу со временем, говорится в поздравлении главы Якутии. В Хангаласском Улусе глава региона Айсен Николаев осмотрел ремонт подъездной дороги к селу Актемце от республиканской трассы УМНАС. Ремонтные работы стартовали этой весной и завершились в конце октября. За это время подрядной организацией обновлено почти 10 километров дорожного полотна по технологии холодного ресайклинга. Также заменили 6 водопропускных труб, обустроили тротуары, установили 6 автобусных остановок. В ремонтных работах задействовали до 70 рабочих и специалистов, в том числе из других регионов страны. А в целом по республике установлен рекорд по общей протяженности отремонтированных дорог свыше 500 километров. Из них порядка 30 приходится на Хангаласский Улус. В том числе вот этот отрезок, заход в село Актемце, он сделан по программе комплексного развития сельских территорий, по федеральной программе. Свыше 200 миллионов рублей общая стоимость этой работы составила. Из них 160 федеральный бюджет, 30 республиканский и 10 миллионов муниципальный бюджет. Благодаря этому, конечно же, вот эта дорога, которая была в очень таком, мягко скажем, слабом состоянии, сегодня отвечает уже всем требованиям. Появилась даже тротуарная дорожка. Сейчас делается освещение. И причем не только вот здесь, в Актемцах, например, но и в Покровске дорожное освещение сделано. Дорога у нас сделана в целом до Бугуняхтаха. И планы следующего года у нас тоже достаточно большие. Так, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и президенту Владимиру Путину строительство и ремонт дорог в республике будет активно идти и на других региональных трассах. Сегодня идет обсуждение этого вопроса. Одним из основных направлений данной работы, как отметил Айсен Николаев, является реконструкция дорог города Якутска, которая проводится на средства федерального, республиканского и городского бюджетов.
Далее к ситуации с коронавирусом в регионе. 204 новых случаев COVID-19 выявили в Якутии за минувшие сутки, в том числе 42 носителя инфекции. Большинство заболевших в Якутске – 115 человек, в Алданском районе 9 случаев, в Сунтарском – 7, в Кобяйском, Нерюнгринском, Аймеконском и Чурапчинском районах по 6, в Нюрбинском – 5 случаев, в остальных районах от 1 до 4 заболевших. 3 человека скончались от коронавируса за минувшие сутки. В лаборатории республики провели более 6,5 тысяч исследований на коронавирус. Закон о дистанционной работе Госдума может принять до конца ноября. Об этом сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По его словам, завершилось экспертное обсуждение поправок ко второму чтению законопроекта. Найденный в ходе обсуждения компромисс отражает, по его словам, основное содержание закона – защиту прав работников, учитывающие интересы предпринимателей при массовом переводе людей на дистанционную работу. Закрепляются понятия постоянной, временной, дистанционной работы и комбинированной занятости. Урегулированы вопросы взаимодействия между работодателем и работником. Сохранена и расширена статья о сохранении зарплаты в случае временного перевода на дистанционную работу по независящим от работника и работодателя обстоятельствам. В Якутске в Парке Победы торжественно открыли первый памятник советскому воину, легендарному снайперу Ивану Кульбертинову. Открытие памятника состоялось в день его рождения, 7 ноября. Юлия Михайлова расскажет, чем знаменит Иван Николаевич Кульбертинов. Сибирская сова – так прозвали враги великого снайпера из далекой якутской глубинки. Его боялись как огня фашисты на всех фронтах, где воевал Иван Николаевич – на северо-западном, центральном, воронежском, первом украинском. На счету героя сотни врагов. Он вошел в число лучших снайперов Великой Отечественной войны. Я думаю, что он был очень таким сдержанным, что терпеливым, что так несколько дней он так мог сидеть. Без еды, без воды. Что вернуться с фронта живыми два двоюродных брата из рода Кульбертиновых предсказал перед своей кончиной в 1942 году отец одного из них. Они от оба вернулись с войны. Им вместе работали оленеводами, там, в Чане, охотились. И еще 46-й отряд был, это геологи. Вот там они тоже работали вместе каюрами. Поставить памятник великому снайперу его земляки и сородичи мечтали не один десяток лет. И к 75-летию Великой Победы решили начать сбор народных средств. Инициативу подхватила вся республика. Якутяне собрали 1,5 миллиона рублей. Все те, кто вложил свои личные средства, предприятия, организации и помогли в установке этого памятника, конечно же, они именно стремились высказать свое отношение к победе. Мы празднуем 75-летие Победы в этом году. И каждый воин, который внес в победу свою энергию, свои силы, свои жизни, конечно, должны остаться в памяти. И памятник, он будет всегда здесь стоять, напоминать нам о том, что Великую Отечественную войну победили наши славные сыны и завоевали нам свободу. Короткие сроки в республике прошел конкурс проектов будущего памятника. Из 7 проектов выбрали работу скульптора Николая Чачасова и архитектора Марины Рожиной. Иван Николаевич представлен не просто как советский солдат, но и как великий сын ивенкийского народа. Было очень сжатые сроки, потому что конкурс прошел, начался только в мае, только в июле оказалось, что мы выиграли. Закончился конкурс, мы выиграли. На работу осталось очень мало времени, поэтому как смогли, так и сделали. Хорошо, что родственники приходили, смотрели, корректировали. Это очень помогло создать нам работу. Надеюсь, хорошая работа получилась. Памятник Ивану Кульбертинову в Парке Победы установлен первым. Также это первый памятник представителю ивенкийского народа. Этому несказанно рады и члены Ассоциации коренных малочисленных народов Севера и земляки.
И я думаю, что это ответ всем, тем врагам, фашистам. Они, помните, говорили «Ахтун Кульберт». Вот Кульберт дал ответ, что история сохраняется, людей, наших участников ветеранов войны помнят, даже знают теперь и в лицо, получается, по этим памятникам. Так что победа за нами. Новая звезда в небе появилась под названием Кульберт. Отважный снайпер представлялся к званию Героя Советского Союза, но в силу ряда причин так и не был его удостоен. Работу по присвоению заслуженного звания отважному герою предстоит еще выполнить благодарным потомкам. Юлия Михайлова, Семен Семенов. Новости, Якутск. Школьница из Перми запатентовала инсулиновый адаптер для диабетиков. О юной изобретательнице, ее увлечениях и пройденном пути к такому полезному устройству расскажет мой коллега Петр Васильев. Десятилетняя Дарья Шенина получила инсулинозависимый диабет в качестве последствия ветрянки, которую перенесла в 4 года. С тех пор ей требуется инсулиновая помпа. Насос качает жизненно важный гормон из небольшой емкости в пластиковую трубку, на конце которой закреплена игла канюля. Она крепится на живот, так в организм постоянно поступает инсулин. Устройство нужно носить на себе постоянно, даже спать вместе с ним. Как выяснила Даша, жить с инсулиновой помпой станет проще, если установить на нее длинную трубку-адаптер. Я его придумала, потому что однажды мы с мамой играли, и мама случайно зацепила провод рукой и выдернула канюлю. Это было очень больно. И я начала думать, как решить эту проблему. И вот так вот зародилась эта... Придумать решение Даши помогли учителя информатики Иван и Анастасия Потакины. Девочка учится в школе номер 93 инженерной направленности, где детей готовят к поступлению в технические вузы. Уже в 4 классе она посещает занятия по 3D-моделированию и прототипированию. А с ноября начинает изучать программирование в Python. Для решения задачи с помпой Даша использовала школьные знания. Ребята уже с раннего детства, то есть с начальных классов, занимаются инженерным творчеством в рамках клуба изобретателей, в рамках теории решения изобретательских задач. И вот наши девочки сделали свои изобретения, то есть первое — это адаптер к инсулиновой помпе, ну и антивандальная панель к остановке. Прототипы она напечатала на 3D-принтере с помощью учителей. Суть у новых устройств одна – они регулируют длину трубки. Таким образом, она не обматывается вокруг шеи во сне и не цепляется за одежду и углы. Изобретение Даша опробовала на себе, рассказала родителям и завучу по инновациям. Она убедила родителей, что адаптер нужно показать всему миру, и помогла подать заявку на выставку юных изобретателей в Индонезии. В 2019 году Даша представила там свой проект. Юная изобретательница получила специальные призы от делегаций Китая, Малайзии и Филиппин. Петр Васильев, Эдгар Николаев, Пермь. Берегите себя и своих близких в общественных местах, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. Всего доброго и до свидания.